Что значит выглядеть дорого? Дорого в данном контексте это скорее изысканно и благородно. А дешево может выглядеть и одежда с весьма высоким ценником. Кроме того, понятие «дорого выглядеть» отражает, что у женщины все хорошо. Дорогой образ предполагает, что женщина живет в достатке и может себе позволить ухаживать за собой и баловать себя. Современный человек одержим красотой. Определенным критериям и стандартам красоты начинают следовать с самого раннего возраста. Итак, уже 6-летняя девочка хочет иметь внешность, как у кукол, а мальчик-подросток твердит родителям, что ему нужна стрижка, соответствующая последней моде. Люди тратят много времени и денег на посещение салонов красоты, фитнес-центров. Для многих женщин становится нормой ежемесячно, а то и чаще расходовать денежные средства на уход за собой, на такие услуги, как маникюр, педикюр, окрашивание и укладка волос, спа-процедуры и другие. В настоящее время считается модным, актуальным, а для некоторых просто необходимым посещение фитнес-центров. Дополнительные тренировки с персональным тренером, специальное питание и так далее. И сегодня в новом выпуске передачи про деньги я хочу найти ответ на вопрос, можно ли при ограниченном бюджете выглядеть хорошо. Внешний вид человека влияет на восприятие людей и их отношение к нему. Это может помочь получить желаемую работу, привлечь внимание человека, который вам нравится, и завести друзей. Это также поможет повысить вашу самооценку и стать более уверенным в себе. Но красивый внешний вид требует определенных затрат. Цены на одежду, обувь, аксессуары, косметику и часто посещение салонов красоты очень быстро растут. Тем не менее, есть множество способов выглядеть красиво с ограниченным бюджетом. Как раз об этом мы поговорим сегодня с нашим специальным гостем Сарданой Порядиной, генеральным директором модельного агентства ProModels. Здравствуйте, Сардана. Да, скажите, пожалуйста, вот бытует мнение, особенно среди женщин, что выглядеть привлекательно можно только с помощью специальных инъекций, утомительных тренировок и в целом вкладывая большие суммы денег и много физических усилий для того, чтобы хорошо выглядеть. Вот так ли это? Но лично мое мнение, это не так, потому что даже имея большой бюджет, можно выглядеть не настолько, скажем, элегантно и дорого. Здесь самое главное научиться, во-первых, понять себя, узнать, какое ДНК стиля свое, то есть именно у всех фигуры разные. И не всегда, например, одежда, которая, допустим, на актрисе Меган Фокс, может подойти тому другому или иному человеку, поэтому здесь важнее всего распределять правильно под свой типаж фигуры, фактуры лица, прически и так далее, потому что даже с маленьким бюджетом можно выглядеть дорого, красиво и элегантно. У меня есть очень много друзей в нашей индустрии, да, модной, стилисты, визажисты, другие креативные, да, направления, которые даже с маленьким бюджетом могут одеть человека так, что он будет выглядеть с иголочки. Здесь самое главное, как уметь подобрать. Даже с маленьким бюджетом можно выглядеть дорого. Да, отлично. Расскажите, пожалуйста, вот вы в модельном бизнесе, да? А кто может стать моделью? И как обучение в модельной школе поможет быть уверенной в себе? Например, мне, если я вдруг захочу пойти в вашу модельную школу, чтобы научиться чему-то. Вот чему я там могу научиться? В первую очередь мы развиваем не только внешние, да, какие-то данные, это именно вот походку, как уметь фотопозировать и так далее. Мы развиваем внутреннюю составляющую человека. То есть поначалу мы приводим все в порядок изнутри. Это уверенность в себе, это любовь и принятие себя, и только потом мы уже начинаем работать над внешними факторами. Моделью может стать каждая. Вне зависимости, не обязательно быть 2 метра ростом, XXS размера и так далее. Сейчас западные стандарты красоты, которые были навязаны нам 20, 30, а то и 40 лет назад, они стерты, и это очень хорошо. Любая девушка, женщина, она красива в любом весе, в любом росте. И самое главное для себя — это хотеть развиваться, хотеть стать лучшей версией себя, и только тогда
можно идти в правильном русле, да. То есть моделью может стать каждая. И идеология и миссия моей школы заключается в том, что оно для всех. У нас есть профессиональные фотомодели ростом 155. Ух ты! 160. Интересно. И это даже незаметно на фотографиях, потому что именно то, как они себя преподносят, преподают, вот что самое главное, это внутренняя уверенность в себе. Мгм. Получается, что у вас вообще нет никаких возрастных ограничений, нет никаких... Сами ограничения, то есть люди сами себе ставят эти ограничения, Да. да? То есть, в принципе, нас же в школе не учат, как себя показать, как правильно ходить. Нас учат математике, русскому языку, да, и учат готовить, вот. Ну, там, девочки на домоводстве изучают. А вот как правильно краситься, допустим, это же мы узнаем только уже с возрастом. Вот, и действительно, вы очень правильно заметили, что человеку надо учиться это делать, принимать себя, какой он есть. Может, кому-то идет косметика, кому-то не идет, да? Интересно. А расскажите о ваших самых уникальных проектах. Вот, ну, ведь в вашем модельном агентстве могут заниматься вот и дети, и взрослые, вы говорите, да? А есть ли какая-то вот изюминка такая, которая вам больше всего нравится? Так, у нас проектов очень много. Занимаются у нас от 4 лет самые маленькие модели и до бесконечности. У нас нет ограничений по возрасту, потому что развитие не имеет ограничения. То есть мы всегда становимся все лучше и лучше. И самые уникальные проекты, ну, лично для меня, конечно, касаемо благотворительного характера и с пользой для общества социально ориентированные, скажем так, да. Мой авторский проект называется «Благотворительный показ United Fashion Show», который я провожу 2 раза в год, это весной и осенью. В чем заключается миссия данного проекта? Это, конечно же, помощь нуждающимся людям. И в большинстве случаев мы помогаем детям с ограниченными возможностями. То есть есть такие направления, как срочные дети, которым срочно нужна либо операция, либо оплатить суточные в других странах, да, в больницах. Это очень дорого стоит, либо купить коляску и так далее. Да? Поэтому, проводя такие благотворительные показы, мы делаем очень много нужных, полезных вещей для общества. В первую очередь это помощь нуждающимся детям. Второе – это развитие модной индустрии и молодых имен дизайнеров, визажистов, стилистов. То есть для одного проекта работает целая огромная команда в количестве 200 человек. А в-третьих, это развитие маленьких детей, молодежи и вообще всех моделей, вне зависимости от возраста, которые выступают на сцене. Тем самым они развиваются, они учатся не бояться сцены и проявляться, да? И, конечно же, это развитие во всех спектрах, то есть и модной индустрии, и детей, и молодежи, да, это очень хороший трамплин для развития. Здесь в плюсе, можно сказать, все. И все вырученные средства с покупки билетов мы направляем вот нуждающимся, которые к нам обращаются. Бывает то, что мы сами в социальных сетях находим детей, которым срочно нужно в течение месяца собрать, и подготовка к этим проектам занимает у нас буквально 2 недели всего лишь. Ничего себе, и прям, Да. ну, это очень хорошо. Ну, креативная индустрия у нас действительно развита, да, и нужно давать возможность именно начинающим дизайнерам, художникам. Вот вы правильно делаете абсолютно, потому что для них Проявиться. они могут, да, такой яркий старт для них это может быть, и их участие, оно платное в вашем проекте или абсолютно бесплатно? Все абсолютно бесплатно. У нас бывают наши дизайнеры, так как это благотворительный проект, они делают взносы благотворительные за участие, потому что, участвуя на таких мероприятиях, где мы делаем очень хороший контент, у нас работает очень много фотографов, видеографов, СМИ, да, социальных сетей, и они делают свой благотворительный взнос тоже в помощь детям, которые нуждаются в этом. И поэтому вместе, у нас миссия в том, что вместе все объединившись с модной индустрией, начиная с фотографов, заканчивая моделями, мы, самое главное, вносим большой вклад в развитие и помощь детям и молодежи. Вот, поэтому я считаю, что этот проект очень нужен обществу. Вот у меня такой вопрос, прям от себя, потому что ну, я выхожу вот в эфиры, стала ведущей, да, и у меня все равно есть такой вопрос, который касается навыков. Вот именно навыков. Какие навыки я, например, как женщина старше 40, да, могу получить в вашей школе? И как это мне поможет в моей повседневной жизни? В
первую очередь это развитие нашей женской энергии. Мы делаем большой упор на именно внутреннюю составляющую, то есть у нас такие занятия, как по уверенности это актерское мастерство, уроки публичных выступлений, то есть как не бояться выступать в обществе при большом количестве человек. Это, конечно же, основы дефилеев, это позирование, это как мы учим уверенные походки на каблуках. Все-таки, что бы там ни говорили, когда девушка одевает каблуки, это придает все равно уверенности. Но если уметь еще и красиво ходить, это просто очень хорошая такая составляющая. Помимо этого, мы хотим начать уже сотрудничать с психологами, и чтобы прорабатывать какие-либо комплексы, которые есть. Все равно у каждого нормального человека есть комплексы. И разными упражнениями это можно проработать и прийти к этому. Да. Вот. В самом начале передачи я сказала, ну вот я в принципе начала передачу с таких слов, что не всегда выглядеть дорого, ну не у всех получается выглядеть дорого, да, смысл был в этом. Вот. И что вы можете посоветовать, например, обыкновенным женщинам, которые сейчас сидят дома перед экранами телевизоров и смотрят нашу передачу? Я бы хотела посоветовать не забывать про себя. В быту, в реальной жизни, семья, дети. Очень много... Вообще хочу сказать, что все женщины, они герои. У меня занимаются такие прекрасные женщины, которые являются и мамами. Они и работают, и успевают еще приходить на наши занятия. И я у них спросила, как вы успеваете все это? Любовь к себе. Все начинается с любви к себе, не забывать про себя. Все-таки недаром говорят, когда случаи в самолете, надень сначала маску на себя и только потом на ребенка. Поэтому хотела бы посоветовать, в первую очередь, всегда ставить себя на первое место. И только потом уже остальное все. Тогда все получится. Действительно, ведь наши дети на нас смотрят. Да. Если у нас есть, например, дочери, да, которые смотрят на то, как мама работает каждый день, но при этом не следит за собой, дочка также вырастет, потому что у нее не будет другого примера. А если мама прекрасно выглядит, следит за собой, еще успевает ходить на тренировки, на какие-то занятия, то есть уделяет себе время, то дочь тоже вырастет такой же, правильно? Да, потому что от мамы, от женщины в доме зависит вся погода в доме. Ну, лично я так считаю. И дети, смотря, если мама счастлива, мама красивая, мама ухожена, и мама, самое главное, отдохнувшая, то и дети, и все в семье будут счастливы. А согласны, это очень правильно, а согласны ли вы с тем, что выглядеть красиво можно и с ограниченным бюджетом? Конечно, согласна. У меня есть определенный ограниченный бюджет на себя. Расскажите да, подробнее. Вот, честно хочу сказать, я не трачу на себя прям так много. Есть определенные процедуры, которые можно спокойно делать дома. Даже масочки для волос, масочки для лица. Сейчас у нас век интернета, и мы можем просто прогуглить самые обычные народные рецепты, да, как за собой ухаживать. Там масочки из яйца, да, можно сказать. То есть очень много разных процедур, что можно делать дома. Не обязательно на это тратиться. У нас есть интернет, если захотеть, можно всегда извлечь оттуда нужную для себя информацию. Даже вот тренировки дома, смотря на то, что сейчас у нас холодно, минус 50, не всегда можно успеть пойти в зал. Есть очень много бесплатных тренировок, которые есть в интернете. Вот, и можно их делать дома. Определенные упражнения, 5-6, если делать их день через день, то этого достаточно для нашего организма. То есть при ограниченном бюджете главное себе это разрешить. Да. Вот здесь, наверное, в этом вся И загвоздка. главное начать. То есть не переносить все, я с понедельника начну, завтра начну, а этот понедельник все переносится. Главное вот взять сейчас и после этого эфира, да, допустим, и вечером же начать тренироваться. Не обязательно это делать утром. То есть у вас свободное время, уделили себе 15 минут в день. И все нормально. То есть Нового года ждать не обязательно. Нового года ждать не обязательно. И лето тоже. Да. Превратить это в привычку. Да, потому что мы же всегда к лету надо похудеть, потом к Новому году надо похудеть там, и так далее. И в Новый год все стараются не набрать, вот чтобы не набрать. И вот такая гонка, мне кажется, действительно, ведь надо расслабиться немножко. И если хочешь, попробуй, да, начни это делать. Очень Самое правильно. главное, не морить себя голодом. Извиняюсь за этот. Самое главное вообще по уходу за собой – это питание. То есть при хорошем, нормальном, правильном, точнее, питании можно даже в начале без тренировок привести себя в порядок.
Есть очень много разных рецептов правильного питания, тоже в интернете, где можно найти. Самое главное, первый шаг, это исключить сахар, исключить все вредное, и вы сами почувствуете, как ваше тело начинает меняться. И только когда женщина почувствует, что у нее все пошли изменения именно вот тут отеки ушли, в основном это все отеки. Тут отеки ушли, и тогда уже можно начать тренироваться, добавлять все потихонечку. То есть это не так, что с понедельника я начинаю изнурять себя тренировками, совсем начинаю голодовку и так далее. Это так не работает. Поначалу надо привести в порядок питание. И только потом уже добавлять немножко тренировок. Ну, действительно, когда уходят отеки, бывает, ты теряешь сразу в моменте 4-5 килограмм. Да, и мы думаем, что мы набрали, а на самом деле мы не набрали, на самом деле это отеки. И вот, допустим, мой секрет – это питание, тренировки и массажи. Все думают, что массажи это так, немножко тут пожмякали, там пожмякали и все. На самом деле массажи очень хорошо убирают вот эти отеки, которые у нас копятся, особенно для людей, которые сидят в офисе и все это вот копится, отекает и так далее. То есть на такие процедуры в месяц нужно все-таки выделять средства. Да, хотя бы один раз в месяц. Массажный салон, да? Отлично. Вот вы всегда, вот вы уже сказали, что вы немного тратите денег, да? Но вот вы всегда выглядите прекрасно. Вот я слежу за вами, слежу за социальными сетями, да, прекрасные фотографии, прекрасный образ. Вот все-таки, может, раскроете секрет, сколько примерно вот, денег нужно, чтобы выглядеть вот хотя бы чуть-чуть ближе к вашему образу? Так, ну так и сразу не сказать, потому что все-таки мы, женщины, живем гормональными всплесками, да, и бывает то, что когда очень много работы, ты много стрессуешь. Не буду скрывать, хочу маленький секретик, это у меня, возможно, стресс, да, я очень много работаю, и самое главное, что даже если в нашей жизни происходят какие-то неприятные вещи, превратить это в пользу для себя. Даже стресс и неприятные вещи в своей жизни можно сделать в плюс и проработать это в пользу для себя, да? Но если так примерно сказать, я примерно трачу на себя, ну, в районе 10-15, возможно. В месяц? В месяц. Возможно, так. Ну, прям если сидеть и считать все свои квитанции, но стабильно это так. Вот. Ну, это неплохая, это ни много ни мало, это вполне достаточно, чтобы, так что можно рекомендовать нашим телезрительницам определить, да, такой бюджет, в принципе, выглядит шикарно. Но тоже не ограничивать себя, то есть, например, если поставить себе рамку, то, что до 10, до 15, но душа хочет пойти на массаж, душа хочет купить абонемент в спортзал, например, никогда на себе не надо экономить. Но это лично... как я живу, я на себе стараюсь не экономить. Вы абсолютно правы, потому что даже вот мы, финансовые эксперты, всегда рекомендуем женщинам и всем, даже не только женщинам, но и мужчинам, и бабушкам, и дедушкам, и детям не отказывать себе в удовольствии потратить лишние деньги, допустим, да, на какие-то развлечения, на то, что принесет вам радость, потому что нужно радоваться жизни, а деньги нам для того, чтобы удовлетворять свои потребности. А если у нас есть потребность в радости, получении этого хорошего настроения, то эту радость нужно восполнять. И когда мы тратим именно вот деньги на себя с удовольствием, я это называю инвестицией в свое прекрасное состояние. Прекрасно. Если у меня будет хорошее состояние, я это транслирую во всем доме. И не только в доме, среди коллег, среди друзей и так далее. Потому что от нашего состояния зависит вся наша погода. И в доме, и на работе, и в других, да, например, делах. Я абсолютно с вами согласна и благодарю вас за то, что вы это отметили. На самом деле мы получаем в социальных сетях очень много откликов о том, что я хочу, но я боюсь. Я хочу, но я, наверное, с понедельника начну. Взять, решиться и сделать. Лучше пожалеть, но лучше сделать и пожалеть, чем вообще не сделать и долго думать. Многих останавливает барьер стеснения. То, что вот я туда приду, я буду самой взрослой. Комплекс. Я да? туда приду, и на каблуках я ходить не умею. Ко мне приходят те женщины, которые, наоборот, хотят учиться. То есть как и все другие, они не умеют ходить на каблуках, да? Они приходят учиться. У нас уроки именно ухода за собой — это
Мастер-классы по визажу, дневной макияж, вечерний, подбор гардероба и стиля. И как раз-таки вот мы начали же говорить о том, например, сколько тратить на гардероб и так далее. Я бы посоветовала, чем тратиться, ходить по магазинам и так далее, обратиться к профессионалам, и они выйдет намного выгоднее, подбирают ДНК стиля именно под ваш типаж фигуры, потому что каждая женщина она уникальна. И именно под типаж фигуры подбирают, и плюс экономия, плюс все то, что будет идти тебе. Вот именно. И не бояться ходить на кружки для своего собственного развития, и потом уже, когда ты обучишься, можешь уже это применять сам в жизни, как бы. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вам спасибо за приглашение. Пришли, да. Мне кажется, я нашла самый простой и дельный совет. Улыбка – лучшее украшение. И к тому же совершенно бесплатное. Ну, а теперь рассмотрим несколько финансовых лайфхаков, которые помогут вам оставаться красивыми, опрятными, модными, даже при ограниченном бюджете. Первый – это разумное потребление. Старайтесь не покупать вещи на один раз. Перед покупкой любой вещи представьте, куда и сколько раз вы наденете эту вещь. Задумайтесь, стоит ли ее покупать. Пусть даже если она стоит совсем недорого. Может, лучше добавить денег и купить что-то другое? Каждый сезон просматривайте свой гардероб. Вы, наверное, слышали о методике KonMari, когда надо избавляться от вещей, к которым вы не притрагивались в течение года. Отличный способ избавиться от лишнего в своем шкафу. Используйте. Кроме того, вы можете продать свои вещи на специальных сервисах или поучаствовать в гаражной распродаже, а на вырученные средства купить то, что вам конкретно нужно. На гаражках, кстати, можно обменяться и отдать ненужную, а взамен получить то, что именно нужно здесь и сейчас. Второй полезный жизненный совет – это распродажи. Нет, не стоит, сломя голову, бежать в Черную пятницу и сметать все, что вам попадется. Следите за сезонными распродажами. Так, летом выгоднее всего покупать зимние вещи, а зимой – летние. Для покупок в интернете заведите отдельную виртуальную карту и откладывайте на нее конкретную сумму, которую вы можете себе позволить потратить. То же самое стоит сделать и для салонов красоты. И помните, что тренд, главное, чтобы человек был хороший, это истина. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.